В татарском шоу-бизнесе, к сожалению, неправильно понимают значение слова продюсер. Думают, продюсер это какой-то богатый дяденька. Который за счет молодых вокалистов пытается разбогатеть. Да. В переводе с английского, это английское слово, продюсер это означает производитель. Это значит производитель музыкальной продукции под ключ. Но ни в коем случае это и не спонсор, и не благотворитель. Исян Хурматты дуслар, здравствуйте! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Как всегда, мы приготовили для вас самые лучшие рецепты, ну и, конечно же, самого лучшего гостя. Сегодня с нами готовит заслуженный работник культуры Республики Татарстан и Российской Федерации, директор общественного фонда татарской культуры имени Рашида Вагапова Рифат Фаттахов. Исян Рифат Ахметович! Вау! Нет, подарки сюда поближе. Подарки сюда. Исян, добро пожаловать на нашу красивую кухню. Да, Что такое? Что конечно, когда приходишь в гости, обязательно надо с подарками. Я, естественно, сегодня принес самые лучшие, что ценю. Это, во-первых, козы по-мишарски. Некоторые, наверное, думают козылык, а вот козылык и козы это два совершенно разные вещи. Можно я все-таки потому что это действительно ведь эксклюзив. Это эксклюзив. Козылык – это колбаса, а это козы. Бывают такие слова, которые не переводятся. Например, татарский «мон» не переводится. «Мон» – это «мон». «Козы» – это тоже из козы. Бигзур Ахмед. Но на этом подарок не заканчивается. На этом подарок не заканчивается. Это подарок тоже наинатуральнейший. Это мед из личной пасеки моего теста. Бигзур Ахмед. Рифат Фаттахов. Заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан. Продюсер, директор общественного фонда татарской культуры Республики Татарстан имени Рашида Вагапова. Родился в деревне Актуково Краснооктябрьского района Нижегородской области. По окончании факультета журналистики и аспирантуры Казанского государственного университета работал главным редактором нескольких республиканских изданий – газеты «Мегрифет», журналов «Татарстан» и «Идель». В 2007 году создал фонд и проект «Международный фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова», кандидат философских наук по специальности «Теория и история культуры», автор книг, сценариев, режиссер-постановщик многочисленных концертных программ, лауреат республиканской премии имени Мусы Джалиля. Рифат Ахмедович, расскажите, пожалуйста, с какими рецептами сегодня к нам пришли? Естественно, с теми рецептами, которые мне очень близки и дороги с детства. Чисто мишарскими рецептами. Мы сегодня будем готовить мишарский перемяч по-мишарски и куптерме к чаю. Это все чисто национальное, чисто актуковское, чисто нижегородское, чисто татарское. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что, во-первых, у нас тесто уже готово. Дрожжевое тесто для перемяча берем. Кстати, я очень редко готовлю. И вчера моя мама, к нашему счастью, она здесь гостит в Казани, жена до глубокой ночи провели со мной мастер-класс. Как готовить вас? Да, как готовить перемяч и как готовить куптерме. Вот не знаю, как что получится. Сегодня проверим. Проверим, да. Сейчас делаем начинку фарш. Фарш мы берем, конечно, конское мясо, конина. Из конины перемещаем? Из конина, однозначно из конины. Конечно, делают перемячи из говядины, но мы мишары говядину не признаем. Для нас святое – это конина. Фарш у нас, в принципе, уже наполовину готов. Нам надо сейчас… Традиционно добавить суган. Суган обязательно. Так. В конине содержится очень много полезных элементов, таких как калий, фосфор, натрий, аминокислоты. Говорят, что конина обладает лечебным эффектом. Выписывают мясо кониной при такой болезни, как анемия. И даже в более развитых европейских странах конину включают в детское меню, так как в этом виде мяса содержится очень много гемоглобина. Поэтому мы сегодня готовим здоровую пищу. Здоровую пищу, да. Так, у меня готово. Да, все. Лук готов. Сейчас приступаем. Бисмилляйте, бисмиллярхмелахатин. Самому главному, значит, фарш. Будем смешивать с луком. Рифат Ахмедович, расскажите, пожалуйста, у вас вот первый опыт вообще приготовления вот таких мучных изделий? И вообще, насколько вот вы далеки или близки от кухни? Я люблю кушать то, что готовит несколько женщин. Это моя мама, естественно. Моя жена очень хорошо готовит. Моя теща. И теперь уже моя дочка очень
вкусно готовить. Но я готовлю, естественно, очень редко. И вот приготовление мишарского перемеча и куптырмя — это, конечно, мой первый опыт такой, серьезный опыт. И сразу вы будете проверять это все на мне. Соль, перец. Соль, перец добавляем. Так, вот у нас соль, Вот, ага, здесь соль. перчик. Кстати, вот раз вы так любите татарскую кухню, вы же написали множество книг. Не было желания написать кулинарную книгу? У меня есть желание написать книгу про вообще своих земляков, про свой родной край, про Мишарский край. И, естественно, когда пишешь книгу про край, про культуру народа, не писать про кухню это невозможно, потому что кухня — это составная часть культуры любого народа. С начинкой мы закончили. Да, Сейчас всё, фарш переходим готов. к тесту. Прошу. Сейчас приступаем к самому главному приготовлению перемеча. Ответственный момент, Да, который ага. Рифат Ахмедович поручил мне. Берем тесто, еще раз чуть-чуть обминаем. Тесто И- любят же, когда стимут Да, нежно. да, нежно. Даже разговаривают, говорят, как повар. Да, да. Делаем в виде такой колбаски, так? Ага, и потом режем на маленькие кусочки и Да, раскатываем. на маленькие кусочки, это по 50 грамм. Так, давайте я продолжу. Давайте. А вы расскажите, пожалуйста, как вы стали журналистом? Была ли это мечта детства? Почему именно журналистика? Ну, это же, наверное, судьба человека. Я с раннего детства был юнкором районной газеты. Даже у меня в детстве, знаете, было какое прозвище в деревне? Ага. У каждого же есть прозвище, а у меня было прозвище юнкор. Кушамат. Кушамат, юнкор был. И когда я уже заканчивал школу, наверное, другого выбора не было, куда идти. Я уже, это было понятно, что это журналистика. Только выбор стоял между двумя городами – Москва или Казань. Но я все-таки выбрал Казань. Я думаю, что поступил правильно. Я учился у таких ярких личностей, например, как Флорид Ахмедович Акзамов, который сыграл большую, выдающуюся роль в моем становлении как личности, как журналиста, как редактора. Я его очень часто, очень тепло вспоминаю. Огромное ему спасибо. Наш очередной шаг. Эти, значит, кусочки мы придавливаем, берем И раскатываем. скалку, да, скалку, клав. Какие по размеру, кстати, мишарские Ну, перемещи? Большие, маленькие? Они разные, потому что Разные гости приходят. нет, у каждой хозяйки свой секрет, свой подход, свой рецепт. Так, Рифат Ахмедович, вот эти тоже, пожалуйста. Давайте. Да, раскатывайте. Да. Ну и вопрос. 20 лет журналистики, да. Были главный редактор многих известных изданий в Татарстане. И тут раз — шоу-бизнес. Ну, Как потянул ты на сцену? Во-первых, журналистика меня подготовила к продюсированию, потому что журналистика, пиар, продюсирование, Интервью они, да, артистов. они очень близкие понятия. Но я, наверное, всю жизнь себя готовил к этому. Я ведь с детства занимался художественной самодеятельностью. Более того, в качестве организатора. Я организовывал концерты художественной самодеятельности взрослых артистов нашей деревни. И организовывал их концерты по соседним деревням. То есть Вот. у вас уже был такой опыт? Опыт был, конечно. Более того, когда я учился где-то в 6 классе, вот такой интересный случай, это, наверное, все-таки какой-то знак был сверху, меня направили в международный пионерский лагерь «Артек». И первый день было распределение по отрядам. Там была одна пионер-вожатая Кадрия Садуловна, она была из Башкирии. И, наверное, из-за того, что я татарин, она взяла меня в свой отряд. Но этот отряд оказался особенным отрядом. Отрядом гарнистов и барабанщиков. Музыкальный отряд. Музыкальный отряд. Все там ребята с музыкальным образованием. Кто-то играет, кто-то хорошо играет на барабане, у кого-то очень хорошо получается с горном, но у меня ничего не получается. Но случилось еще одно очень интересное событие. Накануне состоялись выборы председателя совета отряда. И прямым открытым голосованием все члены отряда избрали меня председателем совета отряда. То есть тогда уже видели, что вы лидер? Возможно. Но на следующий день в наш отряд пришел старший пионер-вожатый всего лагеря «Артек», чтобы принимать программу для торжественной церемонии открытия. И тут выяснилось, что я ничего не умею делать. Разразился скандал. Как так? Как он попал в этот отряд? И Довгой решил убрать Фаттахова из этого отряда в другой отряд. Но, извините,
я законно избранный председатель совета отряда. И остались. Как так? Они очень долго думали, что делать с Фаттаховым, который ничего не умеет делать на музыкальных инструментах. Придумали, у тебя рост есть, вид есть, давай ты будешь флаговым. И вот я остался в этом отряде, я 40 дней был флаговым и председателем совета отряда. Вот что значит мишарская кровь. Да, это, возможно, был какой-то уже сигнал сверху. Так, у нас тоже есть свой сигнал, у нас практически все готово. Все готово? Так, фарш, начиночку сейчас. Начинку. И начинаем собирать наши перемечи. Рифат Хамидович, а вы сами-то не поете все-таки? Может, как-то время есть, Нет, я иногда пою для себя. Для вот, себя, вот, да. это бывает. Но не на профессиональной основе. Вот в связи с этим иногда и вопросы возникают. Как это так, продюсер не поет, не играет ни на чем. Но вот буквально на днях была передача про творчество Андрея Дементьева. И там прозвучали такие слова. Кто-то гениально играет на флейте, но кто-то гениальнее слушает. То есть вы слушаете? Да, я могу сказать, я очень хороший слушатель с очень большим опытом. А вы знаете, моя бабушка говорила, когда ты не умеешь готовить, что ты очень тямнит пошистин, знаете, что тоже можно красиво готовить, а можно еще красиво это все есть. Да, вот. Ну а сейчас настал финальный момент приготовления наших мишарских Жарких перемечей. перемечей. Так, вот они, матурги, выстроились в Всё, очередь они на готовы. жарку. Здесь растительное масло мы уже растопили, но это еще не все. Да, мы в растительное масло чуть-чуть добавляем Хорошо. сугуммаи. Конский жир. Конский жир, да. В принципе, животный жир считается вредным, да? Вредным. Но сугуммаи очень полезный, потому что в отличие от других видов животных жиров, в сугуммае очень и очень мало холестерина. Раньше наши бабушки готовили все блюда только используя сугуммаи. Мы сегодня следуем этому старинному Обязательно. рецепту, ну и сейчас... И сейчас начинается самый главный момент – жарко. И выкладываем перемечи в сковороду отверстием вниз сначала. Ну, бисмилля рахман Бисмилля рахим. рахман рахим. Так. Ага, все. Первый пошел. Кстати, есть место и для второго. И да, тоже отверстием вниз. Все, отлично. Ну и пока наши перемещи обжариваются, Рифат Ахмедович, расскажите, пожалуйста, вот как вообще пришли к Рашиду Вагапову? Почему именно он? Ведь столько у нас известных деятелей, поэтов. Почему решили создать фонд в честь него? Ну, это особый случай, это особая история. Это связано, естественно, с моим детством. У моей бабушки был сундучок, где хранились самые ценные, самые близкие душе вещи. И бабушка по праздникам сундучок открывала, доставала оттуда черные пластинки и включала старенький патефон. И весь дом, я вот помню, заполнялся волшебной музыкой. Чарующий мужской голос пел очень красивые татарские песни, такие как, может быть, наверное, это Урман, Нурия, Эльфия. А моя бабушка в это время давала пояснение. Это вот Рашид поет, наш Рашид Вагапов, наш односельчанин. Я стоял и слушал, как зачарованный. Мне просто не верилось, что человек, который поет из патефона, из пластинки, тем более творит в Казани, может быть из нашей деревни. И второй случай, второй шок, который у меня случился в детстве и очень сильно повлиял. Когда я учился где-то в 5 или 6 классе, наш учитель истории Анвар Агаташ Булатов, огромное ему спасибо, группу школьников привез в Казань на экскурсию. В том числе и вы? Там. Да, в том числе я. И вот однажды в один из дней он взял меня только одного, и мы поехали в Новотатарское кладбище в Казани. И он начал меня знакомить. Вот, говорит, здесь вот могила Габдулла Тукая. Здесь Габдулла Тукай лежит. Чуть-чуть отошли, вот здесь говорит старик Сайдашев. Чуть-чуть отошли, вот говорит это Рашид Вагапов, это наш Рашид Вагапов. Для меня это был шок, самый настоящий шок. Тукай лежит, старик Сайдашев, и рядом с ними Рашид Вагапов. Вот с такого раннего детства в мою душу впало это имя Рашид Вагапов. Мишар перемешләре.
Для начинки тщательно перемешали мясной фарш, мелко нарезанный репчатый лук, соль и перец. Дрожжевое тесто разделили на небольшие части, раскатали их в лепешки величиной с чайное блюдце. На каждую лепешку выложили начинку и защипали, оставив маленькое отверстие в середине. Полученные перемичи обжарили во фритюре с 2 сторон. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим вместе с директором общественного фонда татарской культуры имени Рашида Вагапова Рифатом Фаттаховым. Бигзур Ахмад Кирьянычен. И мишарская кухня сегодня, да? у нас? Да. Перемичи по мишарскому рецепту мы приготовили. Готовы уже. Да, и сейчас еще одно блюдо. Мы готовим сейчас очень вкусный деликатес для чая. Называется куптермя. Для этого укладываем в посуду ингредиенты. Значит, начинаем с муки. А вы, Руслан, в это время можете добавить яйца. 6 яиц надо 6 добавить. яиц. 6 яиц. Муку добавляем. Так, Муку что у нас будет? можем- Я вижу манка еще, да? Да, манную крупу обязательно. И? Сахар, масло растительное, манную крупу укладываем. Так, 6 яиц. 6 яиц, да. И все тщательно перемешаем. Обязательно, обязательно. Ну и продолжаем мы говорить на тему Рашида Вагапова. Расскажите, пожалуйста, когда прошел первый фестиваль? Ну вот когда я приехал в Казань, я начал заниматься изучением творческого наследия Рашида Вагапова, его личности. Добавляем растительное масло. И я понял, что Рашид Вагапов – это выдающийся великий певец татарского народа. Но чуть-чуть незаслуженно и как-то незаметно забыт. И я понял, что возвращение творческого наследия Вагапова смог бы помочь дальнейшему развитию татарской культуры. И мы в 2004 году решили провести фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова, который прошел очень интересно, очень красиво, таким ярким, красочным событием стал. И мы решили провести этот фестиваль потом ежегодно. Ежегодно. Сейчас уже в этом году будет своего рода юбилей фестиваля, 15-летие. Мы начали 15-й сезон. Добавляем еще сахар. Немножко сахара добавляем. Вот 15-й сезон мы уже делаем фестиваль. За это время мы побывали в 49 регионах России и в 11 странах мира. Благодаря этому фестивалю имя Рашида Вагапова уже стало известным во всем мире. Да. Ведь за эти 15 лет столько талантов было раскрыто, столько татарских маңлы-жершилар, как скажем. Да, с 2007 года мы решили, что ограничиваться только концертами нам нельзя. Нам надо искать новые таланты, продолжать в традиции Рашида Вагапова. И с 2007 года мы начали проводить конкурсы молодых исполнителей при Вагаповском фестивале. И вот после этого конкурса мы решили, что найти таланты одно дело, но вот дальше работать с ними – это совершенно другое. И вот мы пришли к мнению, к решению, что нам надо заниматься продюсированием. Мы сейчас добавляем чуть-чуть подогретое молоко и дрожжи добавляем. Еще Дрожжи раз, сухие. сухие, да. Еще раз перемешиваем очень Вот аккуратно. вы несколько раз сегодня уже сказали слово продюсер. Вообще, что такое продюсер вот в татарском шоу-бизнесе? В татарском шоу-бизнесе, к сожалению, неправильно понимают значение слова продюсер. Думают, продюсер – это какой-то богатый дяденька. Или Который за счет молодых вокалистов пытается разбогатеть. Да. В переводе с английского, это английское слово, продюсер это означает производитель. Это значит производитель музыкальной продукции, который отвечает за все этапы производства музыкальной продукции. И технологические, и творческие, и финансовые. Иногда и, даже семейные. И организационные, и бытовые, и юридические. Продюсер – это тот, который сдает музыкальный продукт, как говорится, под ключ. Но ни в коем случае это и не спонсор, и не благотворитель. В продюсерском договоре прямо так и написано. Цель продюсерского проекта – это раскрутка молодого исполнителя, это производство конкурентоспособной продукции и получение прибыли. То есть продюсер – это менеджер. Продюсер – это бизнесмен. Мы перемешали все, и эту смесь отправляем в теплое место, чтобы там стоял где-то час. Так, ну подождем немножко и продолжим.
Смесь у нас готова, Все, настоялась. состоялось. Сейчас мы берем настоящую красивую сковородочку. Да, чуть-чуть Как добавляем маслица. растительное масло, добавляем. И выливаем туда Нашу смесь. нашу смесь. И потом все Для это уже кухни. отправляем в духовку. Духовку отправляем под 180 градусов, где-то минут на 15. Так, сейчас мы все это перельем. Ну и, конечно, хотелось бы именно в вашей компании вспомнить те таланты, которые выросли на ваших глазах. Например, Ришат Тухватуллин, Филюс Кагиров. Ведь это сейчас звезды первой величины в Татарстане. Однозначно. И только в этом году молодое поколение было здесь. Во-первых, прекрасные голоса и отменно готовит. Отлично, да. Гульсерен Абдуллина были у вас, Азат Абитов, Да. Расулу Габбинова, Ранис Гадбазов. Все те, с которыми наш фонд работает сегодня на контрактной основе. Итак, у нас все готово. Отправляем наш десерт в духовку на 15-20 минут. Накрываем на стол и будем пробовать. Куптырмя. Замесили тесто из яиц, манной крупы, растительного масла и немного муки. Добавили теплое молоко и сухие дрожжи. Перемешали и оставили в теплом месте примерно на час. Поднявшееся тесто вылили в форму, смазанную растительным маслом. Запекали куптырму в духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут. Рифат Ахметович, Хоракзаде, посмотрите, какая красота у нас получилась. Аллаху шакир. А пробовать будем мы не вдвоем, а вчетвером. Расскажите, пожалуйста, про наших Да, гостей. здесь присутствует моя мама, Нурсана Абдулкадировна Хаттахова, и моя супруга, Диляра Мирхайдаровна Хаттахова. Вчера они вечером до глубокой ночи проводили со мной мастер-класс, как готовить перемяч, как готовить куптырмя. И лично пришли убедиться, Да, они получилось ли у него. они могут сегодня выступить в качестве экспертного совета. Ну, айдагис, бисмилляй, попробуем шедевр вашего сына и супруга. Айдагис. По-моему, ничего. Я, по-моему, открыл новый талант своего супруга. Вот. Ну как мама скажет? Нормально? Да. От мамы фразу «нормально» это уже Нормально, хорошо. это уже хорошо. Она очень скромная, на похвалу была с детства. Ну и буквально пару слов я бы хотел, чтобы вы рассказали Это катык, про да. катык, который в таком Да. желтого Мишары цвета. обычно кушают перемяч с катыком. И про этот катык я хочу сказать, что это тоже приготовила моя мама по особому рецепту. Катык актуховский, наивкуснейший был и пользуется огромной популярностью во всей округе. И все наши соседние деревни хотели разузнать секрет приготовления этого катыка. Вот в истории есть такой случай описано, что очень долго жители деревни Кузьминка, Козымаол, спрашивали наших бабушек, прабабушек, поделитесь, пожалуйста, секретами приготовления катыка. Но наши актуховские бабушки стояли на своем. Нет, ни в коем случае. В конце концов договорились так, что наши актуховские бабушки, прабабушки дают им секрет приготовления катыка, но за это кузьминские соседи дарят нам огромный просторный лук. То есть поменяли Рецепт на землю. катыка на землю. Вот как ценится наш актуховский катык. Вот такая забавная история. Ну что, а сейчас пробуем Куптырмя. десерт. Куптырмя, прошу. Айдагис. Так. Куптырмя можно попробовать с медом. Айдагис. По-моему, куптырмя тоже получилось не просто так. С таким составом готовились. Другого вкусного финала не могло быть. Бигзур Ахмед. Все у нас получилось. Хурматли Рифат Ахметович, Бигзур Ахмед, большое спасибо за то, что нашли время, приготовили такие вкусные блюда. Спасибо вашей поддержке. Увидимся на ТНВ. Рахмет, Бигзур Ахмед. А мы обязательно увидимся на концертах Вагапского фестиваля. Бигзур Ахмед. Это была программа «Секреты татарской кухни». С нами вкусно, дорогие друзья. Не забывайте. Салам, пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.